Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко и сегодня в программе. Таджикское гособвинение попросило накинуть к полученному 26-летнему сроку Заида Саидова еще 25 лет тюрьмы. Отчет Узбекистана перед Организацией Объединенных Наций. Женщин не стерилизуем, пыток в стране нет, мусульман не преследуем. В Кыргызстане активизировалась сибирская язва. С подозрением госпитализировано 8 человек. Главный коммунальщик Таджикистана не только попросил поднять цену на воду для населения, но и пообещал обеспечить все таджикские села водой уже совсем скоро, через 85 лет, к 2100 году. Начальник пенсионного фонда Узбекистана на глазах посетителей избил 2 собственных сотрудников. Пока Кыргызстан готовится к парламентским выборам, журналисты вспоминают самые безумные предложения уходящего созыва. В Верховном суде Таджикистана продолжается рассмотрение очередного уголовного дела в отношении экс-министра промышленности Заида Саидова. Генеральная прокуратура инкриминирует несостоявшемуся оппозиционеру новые обвинения и просит накинуть к имеющимся уже 26 годам колоний еще 25 лет. Сейчас Саидову 55, с учетом первого наказания он должен будет выйти в 79 лет, а если получит еще один срок, то и вовсе в 104. Впрочем, максимально допустимый срок тюремного наказания в Таджикистане 30 лет. Кроме этого, гособвинение требует взыскать с Саидова почти 5,5 миллионов долларов штрафа и конфисковать все оставшееся имущество. При этом весь процесс в Верховном суде проходит в закрытом режиме, словно речь идет о раскрытии гостайны, хотя бизнесмен обвиняется в подделке документов и незаконной приватизации. Новый процесс начался после появления свидетельских показаний бывших министра энергетики и вице-премьера республики Гула Ширали и Мадлубхона Давлатова. Еще одна особенность данного дела, что первый из них сват президента страны, а второй родственник Эмомали Рахмона по материнской линии. Напомним, что по прежним обвинениям Заид Саидов был арестован в аэропорту Душанбе по возвращению из Франции. Спустя уже полгода был приговорен к 26 годам тюрьмы. В прошлом году власти национализировали 8 его предприятий и компаний. Сам Саидов и его сторонники отвергают как прежние, так и нынешние обвинения, называя процессы политическими. По их убеждению, гонения на предпринимателя начались после того, как он объявил о намерениях создать политическую партию «Новый Таджикистан». Еще одна немаловажная подробность. Один из адвокатов Саидова, Шухрат Кудратов, активно выступавший в защиту бизнесмена, в январе этого года также был осужден на 5,5 лет колонии. А в это время другой, пока еще действующий чиновник Таджикистана оперирует также далекими перспективами. Алимурод Тагаймуродов, председатель ЖКХ Таджикистана, предсказал, что все села республики будут обеспечены питьевой водой ни много ни мало через 85 лет, то есть к 2100 году. А чтобы этого не случилось и люди все-таки на своем веку получили возможность попить водички из-под крана, чиновник объявил о повышении цен на воду для населения сразу на 30%. Чтобы объяснить, почему таджикистанцы, имеющие едва ли не самые богатые водные запасы планеты, должны платить больше, чиновник сослался на ослабление курса самани к доллару и необходимость выплачивать ранее набранные кредиты от Европейского банка. Долг банку составляет 37 миллионов долларов. Для того, чтобы обеспечить водой весь Таджикистан, нужно еще 2 миллиарда, которые, очевидно, будут также взяты взаймы. Пока же таджикские чиновники заглядывают в далекие перспективы безоблачного будущего, статистический комитет говорит о конкретных цифрах дня сегодняшнего. По данным Управления демографии, каждый год от гражданства Таджикистана отказывается более 4000 человек, а общая цифра за последние 18 лет составила более 100 тысяч человек. При этом чиновники не учли, что еще более 300 тысяч таджикистанцев уже получили гражданство России, хотя формально и не отказались от подданства Таджикистана. Большая часть людей перебирается на постоянное место жительства в Россию. В первые годы независимости из республики эмигрировали представители медицинской отрасли, авиации, физики, доктора наук и кандидаты, отъезд которых ударил по экономике республики. Однако сейчас уже выезжает в основном трудоспособное население, как рабочих, так и умственных профессий, что может создать определенные прорехи в будущем демографическом балансе в республике. Посетительница Пенсионного фонда Узбекистана стала случайной свидетельницей того, как 29-летний начальник организации, вспылив на подчиненных, не только обматерил их при посетителях, но и избил одного из них. Об истории рукоприкладства узбекского чиновника стало известно Азадлик, куда обратилась женщина. Разбив нос подчиненному, Сатор Даминов, успокоившись, проследовал в свой кабинет. Журналисты обратились к нему за комментарием произошедшего. Однако узбекский чиновник ответил, цитирую: «Мы не применяем насилие в отношении
отношения подчиненных, потому что сейчас не то время. Однако при этом переговорить с двумя возможными жертвами подчиненными он все-таки не позволил. А в это время в Женеве Узбекистан держит ответ перед Комитетом по правам человека Организации Объединенных Наций по исполнению Международного пакта о гражданских и политических правах. На 29 сложных вопросов пришлось дать ответ начальнику управления Генпрокуратуры Узбекистана по защите прав и свобод граждан Исламу Жасимову. Впрочем, ответы его были предсказуемы. Отвечая на вопрос о случаях принудительной стерилизации женщин, чиновник заявил, что женщин в Узбекистане не стерилизуют. О положении цыган в Узбекистане прокурор уверенно ответил, что цыгане в Узбекистане живут хорошо. Эксперты ООН спросили и о пытках в республике, на что Жасимов гордо подчеркнул, что хотя в Узбекистане применение пыток напрямую не запрещено на законодательном уровне, но они запрещены Конституцией. По его словам, всего по пыткам поступило 61 жалоба. Полностью нашли свое отражение только лишь 3 из них, а причастные к ним чиновники были наказаны. Эксперты поинтересовались, как могло произойти такое скорое освобождение этих чиновников, на что Жасимов ответил, что это произошло благодаря амнистии. Чиновник также полностью опроверг факты нарушения прав мусульман. Никакого преследования мусульман в Узбекистане не происходит. На вопрос о похищении узбекских беженцев на территории стран СНГ и дальнейшее их обнаружение в тюрьмах республики Жасимов назвал несоответствующим логике, так как Россия и Казахстан экстрадируют обвиняемых согласно Минской конвенции. А накануне этого при закрытых дверях эксперты ООН выслушали альтернативный отчет с конкретными примерами, подготовленный представителями гражданского общества Узбекистана. О том, что было в нем и чего не было в докладе узбекских властей, рассказывает глава Ассоциации по правам человека в Центральной Азии Надежда Атаева. Правозащитники в этой процедуре были в качестве наблюдателей. У нас была неформальная встреча за час или за 2 часа до сессии. То есть у экспертам были за месяц поданы альтернативные доклады. И наша организация – это одна из организаций, которая подавала альтернативный доклад, где мы сообщили о случаях смерти заключенных, о пытках, и о многих других нарушениях прав человека, которые мы зафиксировали за последние 5 лет. И у них, следовательно, возникли к нам вопросы, потому что наша организация подняла вопрос ситуации заключенных-инвалидов, похищения беженцев в других странах. Мы говорили о практике пыток, о возобновлении, использования принудительного психиатрического лечения в отношении критиков режима. Меня, очень заинтересовал вопрос одного из экспертов, который сказал, что вы, как правительство, до сих пор препятствуете проведению независимой международной комиссии, которая могла бы установить, исследовать трагические события в Андижане 2005 года. И возглавлял вообще эту комиссию представитель прокуратуры Узбекистана, да, и как он сам заявил, он был обвинителем на процессе в отношении андижанских процессов, да, так называемых. И он сказал, что этот вопрос для нас закрыт. Нашу страну посетила комиссия ОБСЕ и провела расследование. Были представители Евросоюза, которые посетили, андижанскую тюрьму. И они имели возможность встречаться с участниками этого митинга и так далее, и так далее. Вот. Но, понимаете, представитель прокуратуры, который по роду своей профессиональной деятельности должен, отслеживать соблюдение законности в стране, да, и по профессии должен правильно истолковывать и давать правовую оценку, он начинает выдавать визиты представителей Евросоюза как расследование андижанских событий. Визит и комиссия – это очень разные вещи и процедуры. Он стал ссылаться на интервью на BBC, выдавая интервью. Извините, интервью – это мнение одного человека. Далее коротко о новостях в Центральной Азии.
Нурсултан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев и Эмомали Рахмон приняли участие в саммите глав государств-членов БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза, который проходит в Уфе. За последние 8 дней в водоемах и реках Таджикистана при Купани утонуло 24 человека. По данным МЧС, из общего числа погибших 10 человек утонули при купании. Остальная часть совершила суицид. Данные цифры в несколько раз превышают показатели аналогичного периода прошлого года, когда в первой декаде июля прошлого года утонули всего 2 человека. Инцидент на границе Кыргызстана и Таджикистана, при котором погиб один таджикистанец и ранен другой, разрешен совместной комиссией республик. Дело списали на халатность автомата Калашникова, который был в руках киргизских пограничников. Несмотря на абсурдность, иной версии от чиновников озвучено не было. Все подписанные по инциденту документы засекречены. Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров уволил вице-премьера, министра экономики и министра строительства Туркменистана, как было указано, за серьезные недостатки в работе. Таджикистан увеличил объем преподавания русского языка в школах страны. Увеличение часов преподавания пройдет в рамках специальной государственной программы по совершенствованию изучения русского и английского языков, отметил министр образования. Однако эксперты уже критически оценили инициативу, так как высококвалифицированных преподавателей в стране катастрофически не хватает. Накануне МЧС Кыргызстана распространила информацию о госпитализации 8 человек на юге республики с подозрением на сибирскую язву. Среди заболевших 12-летняя девочка. Все госпитализированные участвовали в забое домашних животных, причем в различных местах и в разное время. В настоящий момент в районе проводятся противоэпидемические мероприятия. В целом же регулярные вспышки заболевания – явление характерное для южной части Киргизии, где зарегистрировано свыше сотни природных очагов сибирской язвы, споры которой содержатся в почве и передаются животным с травой. Более подробная информация в комментарии пресс-секретаря МЧС Кыргызстана Эльмиры Шариповой. Подозрением диагноз сибирской язвы сейчас в районной больнице Аксуйского района Джалабадской области находится 8 жителей Аксуйского района. Они прошли соответствующие процедуры, и все вот эти пробы они отправлены в город Бишкек для анализа. И проведены визуальный осмотр врачами данной больницы. И причин для беспокойства на данный момент нет. Это так как они являются всего лишь является подозрением. Пользуясь случаем, хочу отметить, что нет никаких причин для беспокойства. Это является необходимым процедурам, так как были, скажем, это подозрение при визуальном осмотре. И на данный момент все 8 жителей, они прошли соответствующие процедуры. Анализ еще должен подтвердиться, но на данный момент нет причин для беспокойства. Накануне все парламенты стран Евразийского экономического союза ратифицировали договор о вхождении Кыргызстана в эту организацию. Последним подписавшим парламентом стал Мажилис Казахстана. Теперь очередь за президентами. Министр финансов Кыргызстана Олег Панкратов подтвердил ратификацию договоров. Самым главным этапом была ратификация договора о присоединении Кыргызской республики к ЕАЭС парламентами всех 5 стран. Сегодня из сообщений СМИ мы ждем подтверждения по дипломатическим каналам. Эта процедура всеми странами завершена. Самая большая угроза того, что присоединение Кыргызстана к ЕАЭС могло быть сдвинуто на осень, позади. Все парламенты свою волю выразили, и обоснованных препятствий для присоединения Кыргызстана к ЕАЭС нет. Пока Кыргызстан активно готовится к бурной осени, когда пройдут парламентские выборы, журналисты «Вечернего Бишкека» вспомнили самые безумные идеи депутатов нынешнего созыва. Так, в 2011 году один нардеп хотел разместить при входе в парламент табличку с надписью «Мы веруем в Бога», как в американском Сенате. Другой его поправил и предложил надпись «Мы работаем ради народа». После этого третий и вовсе призвал установить на трибуне детектор лжи. Депутаты, которые без того усыпаны всяческими привилегиями, все 5 лет чувствовали себя ущемленными. И эту несправедливость они то и дело пытались исправить. Так они попросили выдавать депутатам деньги из общего фонда на покупку сувениров в заграничных командировках. Вполне серьезно депутаты обсуждали и женский гардероб. Было предложено запретить в стенах парламента носить каблуки выше 10 сантиметров. Инициатор обосновал это тем, что иногда смотришь, видишь, что кто-то идет по паркету, как цирковая лошадь, все перестают работать. Нардепы пытались приглашать на экскурсию в парламент школьников. Правда, как раз в тот раз парламентарии так разругались, что детвора с испугом выбежала из зала. Еще народные избранники хотели заставить читать эпос «Манас» в тюрьмах. Эпос «Манас» очень сильная вещь, поэтому, может быть, у заключенных тоже будет происходить очищение, и эпос «Манас» вылечит людей, обосновывали предложение.
Депутаты пытались решить проблемы и за счет простых переименований. Они предлагали переименовать села с русскими названиями, изменить фамилии кыргызстанцев, называть Белый дом Эл-Ордо, заменить милицию полицией. И дошли до того, что предложили переименовать страну в Республика Кыргыз или Республика Кыргыз-Эл. Вопрос о переименовании страны планировалось даже включить в повестку всенародного референдума. Однако под давлением общественности инициаторы отступили от своих идей. Были не совсем хорошие инициативы, но как бы в общем, запомнились драки. Драк было немало в стенах парламента за эти 5 лет. Я не знаю точное количество, но несколько драк было точно. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.